Только закончили судебные заседания по избранию меры пресечения. В частности, я защищал Казимага Аметова. Сегодня ему избрали меру пресечения в виде 2 месяцев, не 2 месяцев, там месяц и 20 с чем-то дней до 15 января 2018 года. И основания те, что он может скрыться, может повлиять на свидетелей, что он обвиняется в вымогательстве в группе лиц по сговору, там, с угрозами насилия и так далее. В материалах дела я не увидел ни одного фактического доказательства тем основаниям, которые приводит следствие. Там есть лишь, так скажем, показания потерпевшего, но это его позиция, его мнение. Например, у Казимага есть на иждивении дочка малолетняя. Я говорил, что домашний арест, хотя бы домашний арест, это будет более или менее такое объективная мера пресечения в данном случае. Мой подзащитный Асанага Чапук, в отношении его также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 января 2018 года. Следствие по стандарту мотивирует то, что он может оказать давление на свидетелей, на потерпевшего, и как-то препятствовать рассмотрению и расследованию данного дела. При этом они заявили, что у него имеется паспорт гражданина Украины, заграничный паспорт. На что я дал пояснение, что в момент обыска оба паспорта, то есть и гражданина Украины, и заграничный, а также и гражданина Российской Федерации, были у него изъяты. Таким образом, никуда он не сможет ни выехать, ни передвигаться. При этом я также просил избрать ему иную меру пресечения в виде заключения под стражу, так как таким образом он не сможет оказывать ни какого-то давления или там препятствовать следствию. Однако суд не посчитал данные наши ходатайства и требования уместными для суда и отказал в удовлетворении нашего ходатайства.